1928 году в Шымкенте органами АГПУ ликвидирована нелегальная организация среди студентов Казахшилдер, члены которой распространяли в городе листовки. Многие члены подпольной организации работали в учебных заведениях преподавателями. В документе также приведены сведения о подпольных молодежных националистических организациях. Так упоминается, что в конце 1932 года в Алма-Ате возникла националистическая группировка казахской молодежи, которая ставила целью создания подпольной партии для свержения советской власти. Исмаилов Исмагамбет, ставший вследствие известным казахским писателем и ученым, 1930 по 1932 год, будучи студентом Казахского пединститута, являлся участником антисоветской националистической организации, именовавшейся Тюркская народная партия, созданной в Алма-Ате известным националистом Мустамбаевым Идрисом, который, кстати, был первым мужем дочери Каратаева Шахзады Шанановой, первой расстрелянной казашкой. Исмаилов, как участник этой антисоветской организации, в 1933 году был арестован АГПУ по 58 статье пункт 2 и постановлением коллегии АГПУ от 4 июля 1933 года освобожден из-под стражи с зачетом предварительного заключения. О своем участии в антисоветской националистической организации Исмаилов говорил так. Как известно, казахская университетская молодежь в те годы в большинстве своем была настроена националистически. Очень большое влияние имела садвакасовщина. При Казахском пединституте существовала молодежная группа, распевавшая националистические песни, восхвалявшая некоторых националистических вождей. Я участвовал в этой группе, однако с большим трудом мне удалось выкрутиться, то есть освободиться из-под стражи. В 1932, а позже и в 1952 он был арестован, как и историк Бекмаханов, и обвинен в националистических взглядах и осужден на 25 лет. В документах сообщается и о группировке, состоящей из учащейся молодежи: Шымкентский педтехникум, Алматинский пединститут. В большинстве своем из членов ВКП и ВЛКСМ, недовольных национальной политикой партии и находившихся под влиянием контрреволюционных идей. Ее возглавлял Абикеев Д., заведующий животноводческим сектором Алма-Атинского ВКП, член партии с 1929 года, ранее исключенный из нее за создание национального сопротивления в пединституте, басмачество в период гражданской войны. Указывается, что группировка под флагом защиты казахского народа встала на прямой путь антисоветской борьбы. Националистические взгляды участников сводились к тому, что при советской власти Казахстан оставался колонией, как и при царизме, лишь форма эксплуатации казахского народа изменилась. Они отрицали возможность построения социализма в Казахстане, утверждая, что социалистический путь развития является гибельным и ведет к вымиранию казахского народа. Участники группы возлагали большие надежды на националистическую миграцию в Китае, установив связи среди родственников эмигрировавших и планируя отправить представителя для переговоров в Китай. Особую ставку они делали на интервенцию, считая ее наиболее благоприятным моментом для отделения Казахстана от СССР и создания независимого государства. Как отмечается в документе, последующие выявленные националистические группировки в Алма-Ате, Москве, Омске и Ташкенте показали, что бывшие алашердинцы, уйдя в глубокое подполье, продолжали хорошо замаскированную националистическую и антисоветскую деятельность. Они объединяли вокруг себя сохранившиеся кадры единомышленников и часть молодежи. А на сегодня все. Не забудьте подписаться на канал, включить колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А также вы всегда можете помочь расширить это видео путем комментирования и шеринга его в разные группы.